Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости. И давайте посмотрим, что вы должны узнать именно сейчас, именно сегодня. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, смотрите, в левой стороне что-то происходит, причем такое, знаете, для вас хорошее, а для двух людей очень плохое. Два человека. То ли этих людей кара постигла, то ли какие-то неприятности свалились на их голову. Прям совсем им туго и плохо, и нет им ни покоя, ни счастья, ни радости. Эти люди, они, не то чтобы далеко находятся, вы как в разных местах живете, вот. А в разных местах редко, скорее всего, соприкасаетесь и о друг друге очень мало знаете. Но эти люди перед вами в чем-то виноваты. Как грех у них на душе лежит. И грех перед вами. Вот перед вами они грешны. И вот сейчас им двоим прям совсем плохо. Я бы сказала другим словом, но на ютубе не имею на это права. Прям очень-очень страдают они, там плачут, рыдают, мучения какие-то принимают. Но смотрите, не сегодня и не завтра, но в течение где-то от 3 до 5 дней вы все это сами лично узнаете. И что с ними произошло, и какие страдания, мучения на душу они приняли, да и вообще, как там у них все сложится. Честно, им не позавидуешь. Тут такое будет происходить, что и врагу не пожелаешь. Да, вот именно два человека, и вот как будто бы они наказание принимают. Вот именно сейчас, в момент, когда вы смотрите эту отсыпочку, они уже принимают свое наказание. Уже им прям очень плохо, не по себе. Так, в правой стороне человечек прям бежит к вам, в вашу сторону. Как будто бы в дом к вам бежит этот человек. У этого человека для вас что-то есть. Тут либо какие-то новости, либо какая-то посылочка, может быть, какой-то подарочек, но что-то прям бежит со всех ног, несет к вам, несет в ваш дом. Грубо говоря, встречайте, открывайте двери, бежит в вашу сторону. Кстати, человеку этому вы обрадуетесь. Обрадуетесь, что он к вам пришел, что визит вам нанес, что вам что-то сообщил, либо подарил, передал, опять же таки. Человек хороший, неплохой. Так, какая-то женщина много думает о вас. Женщина. Непростая она женщина, у нее в руках власти много, либо много возможностей. И вот она думает о вас, хорошее думает, благие мысли. Знаете, вот в таком ключе: помочь, поддержать, поблагодарить, либо что-то вам предложить. Вот хорошее она думает, много думает, особенно вот сегодня, прям целый день она о вас думает. Но мыслями своими она с вами обязательно поделится. У вас встреча с этой женщиной. То ли она вас как пригласит к себе, то ли как случайно, может быть, встретитесь. Она вам все расскажет. Будет вам однозначно что-то предлагать, то ли дружбу, то ли службу, то ли какую-то свою помощь. А вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Она женщина благородная,
зла вам точно не сделает, вы у нее на хорошем счету, предложение у нее будет действительно стоящее. Поэтому без всякой задней мысли принимайте, и пусть все у вас будет с этой женщиной хорошо. Да, благородная, вот именно ее благородство показали. В правой стороне у вас усы. Кто-то с усами. Мужчина с усами, может быть, даже женщина. Да, у женщин тоже бывают усы. Всякие там гормональные сбои, либо там за собой не ухаживают. Разные причины бывают, не будем ковырять. Но у большинства, конечно, все-таки отыграется мужчина, обладатель усов. Усы могут быть такие большие и пышные, и могут быть такие маленькие, тоненькие, скромные усики. Усач, да, так его назовем. Что-то этот мужчина, либо женщина для вас хорошее сделает. Вот прям, может быть, сейчас делает, да, с мыслями о вас, а может быть, в будущем сделает. Человек со всех сторон абсолютно положительный, с правой стороны, то есть плохого точно не будет, но только вот плюсы одни идут. Плюсы. Если вы будете чем-то заниматься, либо вам предстоит с чем-то иметь дело, идите к тем, у кого есть усы. Будь то мужчина, будь то женщина. И точно все у вас хорошо закончится. Потому что человек будет стараться и только будет делать для вас хорошее. Да, вот чего бы это ни касалось. Есть выбор, к кому подойти. Идите к тому, у кого есть усы. Точно не пожалеете. Вам эти усы еще и удачу принесут. Вот так себе и скажете. Вот усы мне удачу принесли. Да, вот как такой знак, подсказка, да? Ищите усачей, и тогда будет удача. Так, еще лошадка. Лошадка прям встала на задние ноги с правой стороны. Не ваша эта лошадка, но кого-то из ваших близких, знакомых, дорогих вам людей. Прям копытом бьет, знаете, как в дверь стучит. Вот открывай, открывай, я работаю, я пришла. На работу кто-то скоро выйдет, устроится. Причем работа очень хорошая. Вот с правой стороны прям вышла. Такая, знаете, не пыльная, не скучная, в хорошем месте, в хорошем коллективе, да еще и с хорошей оплатой. Ну, тут-фу, не работа, а мечта. Вот за кем-то она идет из ваших близких, да, вот как будто бы близкий ваш человек, знакомый, приятель, подруга, либо ваш партнер, может быть, дети у вас взрослые, вот находит себе такую работу, выходит на нее, а потом и вам что-то от этого будет хорошее. Ну, допустим, да, если это ваш ребенок, либо если это ваш муж, да, либо жена устраивается на работу, ну, во-первых, деньги, да, плюсиком втекают в ваш семейный бюджет. И, возможно, если вы хотите работать, либо захотите поменять работу, то ваш близкий человек вас тоже туда к себе подтянет, да. То есть со временем и вы там тоже станете работать, либо тоже себе хорошую работу найдете. Но здесь прям, да, лошадка уже копытом в дверь стучит, и стучит она кому-то из ваших близких. Будете очень радоваться за этого человека, но и помните, что вам после этой радости еще и за себя придется порадоваться, потому что вам тоже добро от этого будет, да, и деньги придут, ну, либо вы тоже сможете в ту же организацию, может быть, какую-то смежную организацию тоже устроиться. На самом деле очень крутой знак. Тут вы еще раз. С левой стороны какие-то люди, женщины, две женщины злы на вас очень сильно, как будто бы хотят вам что-то высказать, либо отомстить. Ну, знаете, вот похоже на таких мокрых куриц, которые только лишь кудахкать могут, да, громко-громко. И все. И все. Ну, максимум, там, что она сделает? Яйцо снесет, да, либо какашку сделает. Женщины очень смешны в своем гневе. И вот они как будто бы, не знаю, ищут аудиторию, да, людей, которым они могут о вас гадости рассказать. А люди на них смотрят, как на больных. У виска крутят пальцем и говорят, там, женщина, вы в себе, да, что вы такую вот грязь разводите. Да, вот как на посмешище себя выставляют. Они этого в упор не замечают и не видят. Но от них уже люди начинают не то чтобы отворачиваться, как бы шарахаться, понимаете?
вот там переходить на другую сторону дороги. Там человек увидел, раз назад вернулся, лишь бы вот с этими двумя курицами не встречаться. Причем мокрыми курицами. Ну вот как посмешище. Сами из себя посмешище делают. Вот. А вам от их сплетен, вот не поверите, вам от их сплетен какая-то польза пойдет. То есть я так понимаю, что сплетни настолько грязные, настолько они неправдоподобные, что люди вами интересоваться начнут. И интересоваться в том ключе, кто эта прекрасная женщина, да, что они такие, ну, безобразные сплетни ходят, да, надо ее пожалеть, надо ей помочь. И вы заметите, что малознакомые люди, либо вовсе незнакомые люди могут к вам подходить и сочувственно кивать, и либо говорить, что вот если тебе там нужна помощь, да, остановить этих двух безумных куриц, то я всегда вот приду на помощь, можешь на меня рассчитывать. То есть это будет очень приятно. То есть, видите, они себя на посмешище выставили, им никто не верит, от них все шарахаются, зато о вас очень много людей узнают, и люди к вам с добром придут, да, либо какие-то добрые слова вам будут говорить, помощь свою предлагать. В общем, в таком ключе информация. Еще одна новость касается, как что-то задерживается, либо человек где-то задерживается в пути, в дороге, в командировке, либо, может быть, вам задержат на пару дней там, выплату, допустим, там, пенсию, либо зарплату, либо какое-то начисление, да, вот то, что вам положено получать. Либо могут быть проблемы с банком, в банке, например, там, обналичивание средств, да, что-то может быть. Но это незначительно, это ну, либо пару часов, либо пару дней, но не более того. Вам нужно об этом знать, чтобы вы свой бюджет смогли как спланировать, да, либо как отложить денежки на всякий форс-мажор. Да? Потому что выплаты для вас будут задержаны. Да? Это и есть форс-мажор. Вот, знайте об этом. Не тратьте все, думая, что завтра у меня там деньги придут. Да? Они могут задержаться. Это не у всех отыграется, но тем, кто пришел на эту отсыпку, кому-то из вас необходимо об этом узнать, чтобы вы все не потратили, а потом не сидели, да, с пустым кошельком. Вот. Все не тратьте и оставьте какую-то небольшую сумму, да, на всякий там пожарный случай. Так, чуть выше. В мутной реке много крупной рыбы. И эту рыбу, она настолько крупная и ленивая, ее можно просто вот как-то руками, да, без там удочки, сачка, просто руками брать и ловить. Но это какое-то дело, оно, конечно, рисковое, но кто не рискнет, тот крупную рыбу поймает. Но это как-то разово будет, да, то есть один раз получится, один раз можно рыбу вытянуть. Не могу понять, о чем речь, какой-то заработок странный, то есть тут и риск, и всего лишь один раз. Но если вы рискнете, точно не пожалеете, с рыбой будете. Ну, а если вы не привыкли рисковать, так ну и не надо начинать рисковать, да. Все-таки мутная вода, может быть, не совсем как-то, ну, не знаю, честно, легально. Вот один раз, говорят, можно. Может быть, какая-то даже как подработка, где особо делать ничего не надо, но можно хорошую денежку получить. Но опять же, только один раз. Если второй раз могут, например, и не дать, да, либо можно, наоборот, все потерять. Вот имейте это в виду. У кого такая ситуация случится, вот связанная с риском, может быть, не совсем там чисто, честно, легально, помните, что один раз только можно рыбу поймать. Так, еще вижу человека, который и хочет, и не может с вами связаться. Все время думает о вас, очень сильно переживает. Хочет, но не может. Ну, допустим, что это может быть? Человек мог потерять свой телефон, у человека могли украсть его телефон. Понятно, что все номера на память выучить это нереально. Да, может быть, человек волей судьбы оказался в таком месте, где, например, связь не ловит. Да, либо там, не знаю, электричества нет. Ну, бывает, все в жизни бывает. Вот вижу, что человек очень хочет связаться, сказать, что с ней все хорошо, либо с ней все хорошо, но пока не может. Но человек хочет. Вот не обижайтесь на этого человека. И вообще знаете, что все хорошо. Все хорошо, человек жив-здоров. Как только возможность появится, человек с вами свяжется, и вы все сами узнаете.
Так, недавно вы кого-то вспоминали, либо вы с кем-то о ком-то говорили. И говорили вы какие-то вещи, что человек там вас забыл, что человек вами не интересуется, уже не помнит. Вы не правы. Этот человек вас и не забыл, и очень вами интересуется, и очень даже помнит, и скучает еще по вам. Человек из вашего прошлого, либо прошлые какие-то взаимоотношения. Нет, нет, не забыл. Мало того, вот когда вы вспоминали, либо когда вы говорили об этом человеке, вы такую эмпатическую струю запустили. Да? Человек о вас тоже вот прям вспоминал, думал. И я вам так скажу, у вас еще с этим человеком встреча будет. Причем встреча очень сердечная. Ну, во всех смыслах этого слова. Прям друг другу и порадуетесь, и что-то важное обсудите, и в чем-то друг другу даже признаетесь, сознаетесь. Встреча обязательно у вас будет. Тот, о ком вы, ну, буквально вот сегодня, вчера, может быть, там думали, вспоминали, либо с кем-то говорили. Женщина о мужчине, мужчина о женщине. В окнах загорается свет. Но это свет надежды. Есть надежда. То, что вы считаете утерянным, потерянным, безнадежным, на самом деле там есть надежда. И надежда достаточно уверенная, вот серьезная. Смотрите, там какие-то есть вещи, которые от вас скрыты, но о которых вам суждено узнать. Вы еще все поймете. Есть надежда. То, что вы считаете безнадежным, на самом деле еще исполнится, получится, и все там будет прекрасно. Так, и еще подозрение. Есть у вас подозрение по поводу какого-то человека. Вы заблуждаетесь. Если вы человека в чем-то вините, обвиняете, то этот человек не виноват. Если вы думаете, что человек от вас что-то скрывает, да, скрывает, но неплохое. Ну, в таком ключе. То есть скрывает не потому, что хочет навредить, а наоборот, потому что хочет защитить либо помочь. Вы ошибаетесь в каком-то человеке, которого вы подозреваете. Плохо об этом человеке думаете, а человек окажется очень хорошим. И вам немножко будет стыдно. Вот, прежде чем кому-то что-то говорить, да, не спешите, обождите. Скоро все раскроется, само раскроется. Либо человек перед вами раскроется, сам признается. Так, еще одна горячая новость касается какой-то поездки. Тут поездка либо будет переноситься, ну вот как отодвигаться по срокам, да, чуть позже произойдет, либо вообще все поменяется, и маршрут поменяется, направление движения поменяется, даже транспорт, которым вы будете ехать, тоже будет меняться. Это не к худшему, это к лучшему, вот, чтобы вы там сильно не расстраивались. 2 кольца соединились. Но это брак, это отношения, это любовь. Узнаете, что 2 человека любят друг друга и, ну, приняли решение жить вместе, либо уже как заключить законный брак с друг другом. Этому решению вы будете безумно рады. Безумно. У кого-то отыграют, что это ваши близкие, родные люди. Вот радость просто влетит в ваш дом. В самом венце показывает, что вам нужно какие-то запасы делать. Запасы, например, там, продуктов, денег. Да, деньги же тоже можно запасать. Чем-то нужно вам запасаться. Знаете как, чем больше дров нарубишь, да, тем теплее тебе зимой будет. Что-то будет происходить, что-то будет меняться. Может быть, это естественный процесс, может быть, искусственно созданный. Но вот будут какие-то дефициты, дефицитные состояния. И чем больше вы сейчас запасов сделаете, ну, в ближайшее время, понятно, что по возможностям, тем спокойнее вы себя будете чувствовать. Но вот запасы. Скорее всего, вы об этом думали, накануне думали, может, несколько дней назад думали. Пришли на эту отсыпочку, и вам как говорят, что да, надо это делать, нужно делать запасы. Ну, кто запасливый, тот и психику себе сохранит, да, хорошее состояние самочувствия у вас будет. У кого нет возможности запасы сделать, такие времена, ребята, идут, когда дефициты будут. Вот в чем-то будут дефициты.
Это не постоянно будет. Это как-то временно, но понятно, что мы люди, мы нервничаем, мы переживаем. А если там семья, например, большая, вот такую информацию передают о возможных дефицитах. Не могу сказать в чем, когда, как долго, что конкретно. Я не могу сказать. Это общая отсыпка. Но говорят, что будут. По крайней мере, те, кто думал о запасах, у вас правильные мысли были. Делайте запасы. Вот по возможности делайте запасы. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.